Сергеевич. Я попрошу все-таки педагогов выйти вот сюда и присесть на эти стульчики. Ольга Сергеевна, пожалуйста, Неволина. Но кто был в этой секции, знают о вас все. Да. Это декан факультета сценографии и театральной технологии школы-студии МХАТ, художник-технолог сцены, конструктор. Вот. Игорь Владимирович Яцко, заслуженный артист России, педагог режиссерского факультета ГИТИС, художественный руководитель режиссерской актерской лаборатории в театре, школы драматического искусства. Ты раньше уйдешь, поэтому с краешку сел. Так, понятно. Мария Маркеловна Маркова. Вот, видите, как. Я представлять даже не буду. Мария, может быть, вы как-то, вы все такие скромные. Тюрки такие, они скромные. Александр Васильевич Андреашкин, он здесь. Педагог, хореограф, режиссер. Добрый вечер. Так. Айдар Талгатович у нас Заббаров. Его нету, да? Так. Анна Аркадьевна. Ее тоже. Здесь. Анна Аркадьевна Иванова-Брашинская, режиссер, педагог, театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения. И в вашей секции была кукольный театр, правильно? Вот. Юлия Алексеевна, здесь, пожалуйста, вы только сегодня, по-моему, приехали, да, один день у вас был. Это куратор, исследователь театра, автор проектов по изучению культурного наследия. Я все правильно сказал? Павел Иванович Михайлов, актер, режиссер, продюсер, куратор проектов в театре и кино. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Сергеевич Скоморохов, Надежда Сергеевна Скоморохова, художники, сценографы. Геннадий Сергеевич, главный художник Рязанского театра драмы, Надежда Сергеевна, художник по костюмам. И вы сейчас, Надя, где служите? Нигде не служите? Ни в каком театре? Свободный художник. Все понятно. Екатерина Юрьевна Маченовой нету, ее сказали. Артемий Сергеевич Харлашко нету. Ирфиль Шатович Якупов здесь, да. Вот весь список. Весь список. Вот раз, два, двоих, троих нету. Ну вот и закончились наши учебные дни. Многому научились, наверное. Многое поняли, многое не поняли. Вот. Но это такая традиционная история. После каждого форума и фестиваля мы собираемся и обмениваемся мнениями. И с этой стороны, и с этой стороны. Нам важны какие-то ваши пожелания. Не только, я понимаю, вы все хотите отблагодарить педагогов, сказать нам спасибо, организаторам. Вот, мы принимаем все ваши спасибо. Да. Вот. Но хочется, чтобы разговор был, ну, как бы полезным, что ли, потому что мы на этом не останавливаемся, естественно. Дай Бог, чтобы времена были, и чтобы мы могли еще раз также продолжать встречаться, обмениваться, хвалить друг друга. Поэтому хочется, чтобы сегодня у нас какой-то произошел диалог, не только монолог, не только, ну, как-то и с этой стороны. Что не понравилось, чего бы хотелось еще, да? Чего не хватило. Вот. И со стороны педагогов, мастеров, и со стороны участников. Вот это такое было мое вступительное слово. Игорю надо уходить, и вот нашим, ну, тоже вам уже, поэтому вот я предоставляю слово первое Игорю. Спасибо большое. Конечно, спасибо огромное организаторам и участникам, и педагогам, то есть вообще этому фестивалю «Наурус» и такому форуму.
Это действительно какой-то, ну, творческий глоток. Recording in progress. Да, и прогресс в этом есть тоже. Конечно же, без сомнения. И да, и инновации. Мы все знаем теперь английский. Вот за что я благодарен особенно? Вот 5 лет назад я принимал участие в форуме как педагог. И у меня есть какой-то курс, который я долго готовил для таких, в общем-то, быстрых таких встреч, знакомств, который был бы полезен всем, и актерам, и мне. Он связан с изучением действия как предмета театра и разными типами движения в театре, в пластике, в психике, и в слове, и представление упражнений. И в конце концов мы переходили к слову тогда. Темой было сказание о Юсуфе. И это такой тренинг, который я долго готовил на самом деле, но достаточно широко практиковал в разных местах, в разных странах, с разным возрастом. Он интересный, включает, познавательный, как бы рассказывает о театре, о самом главном, и с азов начинает, и, в общем, построен на таких нехитрых упражнениях, которые много могут рассказать каких-то основ театрального искусства. Но в этот раз Фарид сказал: мы ждем от тебя другого теперь. Этот тренинг хорошо, но давай, ты занимался импровизацией у Анатолия Александровича Васильева, ты вот это изучал, и хотелось бы вот в другом аспекте рассмотреть. Я сразу сказал, что это Чехов-чайка, это такая техника микст, то есть, в общем, это техника этюда, чтение этюдом, но сложность заключается в том, что нужно пользоваться своими словами, то есть идти в стиле автора, идти параллельно тексту, касаясь ситуации, касаясь положений, касаясь персонажей. Это, в общем-то, это, конечно, занятие психологическим театром, психологического реализма. Взял такую пьесу, которая, конечно, без человека, вообще без ситуации существовать не может, но в ней, конечно, закодирован такой трактат о театре, трактат об искусстве. Но никакие концепты не могут существовать у Чехова, если мы будем выбрасывать человечность, человеческие положения. Я предложил эту историю и, надо сказать, волновался. Мне было интересно, потому что я это практиковал у Васильева как актер. Как педагог я делал это, может быть, 1 или 2 раза. Иногда с хорошими результатами, иногда не очень. Я волновался, как мне удастся объяснить и подвигнуть актеров вот в этом направлении, и что удастся сделать. И на самом деле было 4 дня, и мы не предполагали делать какой-то открытый показ или какой-то заключительный показ. Просто рабочая такая встреча. Но группа актеров, которая собрались отовсюду, и из театра Камалы, из Казани, из Кирова, из Казахстана, группа актеров удивительная. Ну, в общем, много откуда собралось достаточное количество людей. Группа была где-то 20-18 человек. Все транслировалось онлайн, значит, нас наблюдало большее количество людей. И надо сказать, что меня удивило, что я дал задание, сделайте монологи, начнем с монологов. Всегда я чуть-чуть не рассчитываю, что задание будет выполнено, или я предполагал, что и никто и не будет этого делать. Так, вместе начнем что-то читать и прочее, прочее. Но я приехал утром, и у нас занятие было не утреннее, а во второй половине дня. И рассказав что-то,
такое первоначальное, исходное, я увидел, что актеры готовы пробовать, они готовы выходить на сцену. И вот, к моему величайшему удивлению, они вышли на сцену и продемонстрировали сразу изначально какой-то хороший творческий потенциал. То есть, да, это Наурус, да. Вот я благодарю, это спасибо большое, я отмечаю это. И потом каждый день мы могли совершать, проходить ступеньку за ступенькой, подниматься, как сказал участник Андрей, сказал, что каждый день была ступенька пройдена. И действительно самое главное, что удалось сделать, это образовалась какая-то подлинная такая аура вокруг этой работы, вокруг этой пьесы, вокруг ансамбля, что действительно актеры стали понимать, что важно не только играть, но очень важно воспринимать и слушать, именно прослушивать смысл через атмосферу. И потом они стали импровизировать, приносить свои истории, и иногда такие истории, которые нарушают табу, у каждого есть какой-то запрет, вот это я никогда не сделаю на сцене, а про это я никогда не расскажу, когда требуют личностного участия. Но энергия высекается только тогда, когда это табу ломается. То есть я рассказываю про то, о чем я не думал, что я расскажу об этом публично, потому что так требует моя роль и мой персонаж, и эта ситуация. И было очень много таких историй, которые прорывали вот это вот табу. И, конечно, это было видно всем, что это как бы сближает актера и персонажа, актера и пьесу. И как бы все оставались самими собой, то есть не изображали никаких персонажей, не придумывали их, хотя были и сочинения. А в то же время контакт с этой великолепной пьесой Чехова об искусстве, он произошел, и, в общем-то, мне это понравилось. И даже сегодня мы решили, что мы сыграем все 4 акта, этюды по 4 актам в такой непрерывной ленте. И получилось действительно 2 отделения. 1:23 первое отделение шло, 1:12 шло второе. Спасибо, что посмотрел, Фарид, у нас первое отделение, потому что так долго же мы не предполагали. В общем-то, и поделились потом впечатлениями, остались самые такие, у меня, например, самые какие-то глубокие творческие впечатления. Я не делал как режиссер пьесу «Чайка» Чехова, но сейчас подумываю, может быть, взяться и сделать, потому что она представляется очень, очень такой свежей, индивидуальной, никогда не устаревающей, потому что индивидуальность каждого актера уникальна. Если она открывается, то, значит, и персонаж, который возникает от этого открытия, он тоже уникален и неповторим. И за этим можно наблюдать, я думаю, и зрителям будет интересно. Вот что хотел сказать. Спасибо. Похвалил и поблагодарил. Мало хвалил. Больше рассказал. Спасибо большое, Игорь. Вот я предоставляю слово Юле и Павлу, потому что вам нужно скоро... Мы еще можем посидеть чуть-чуть. Но так, вы говорите, сидя говорите, сидите и говорите. Да, на самом деле вот у нас, получается, была такая лекция, исследование, мастер-класс на тему конструирования идентичности человека, места и времени театральными средствами. И на самом деле вот у меня были сомнения, стоит ли вот мне, допустим, приезжать и рассказывать про свой опыт, так как я все-таки не практик театра, а занимаюсь исследованием театра, и как человек музейный, который занимаюсь выставками, как куратор. Но все-таки мне показалось действительно важным рассказать про наш опыт создания центра идентичности, такую вот модель, что из себя представляет этот центр,
какие мы использовали практики, то есть вот сочетание социокультурного такого проектирования и художественных стратегий. И, конечно же, вот важную часть этих художественных стратегий, как мы идентичность исследовали, репрезентовали ее, артикулировали и индивидуальную, и коллективную через различные художественные медиа. Это и фотография, и кино, и современное искусство, и вот в том числе через театр, наши театральные лаборатории, которые мы делали с людьми, не профессиональными актерами, а просто жителями района, которые погружались в этот процесс изучения своей идентичности локальной. И вот, собственно, во многом благодаря Павлу Михайлову, так как он человек театра, режиссер, актер, придумывает спектакли интересные такие, находит методики. И благодаря вот его такому, вот сейчас Павел расскажет, приему, как грамматика, работа с текстом, с языком, это как такой важный аспект тоже исследования, выявления идентичности. Вот мы буквально на нашем занятии, вот у нас наши участники нашей секции, это режиссеры, в основном актеры, как проявлялась в ходе вот этого приема, этой грамматики идентичность каждого человека. Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки наша лекция была полезной, но мне, по крайней мере, это такой опыт для меня очень важен. Спасибо. Мы так совсем не знаем друг друга вообще. Вот. Но я был на ваших спектаклях, и Киру Вайнштейн знаю очень хорошо. Вот. В общем, и каждого я бы так очень хорошо бы и поизучать каждого, но я так приехал сегодня, вот через 2 часа что-то говорил, и сейчас через час уезжаю. Так жалко, на самом деле, потому что знаете, что я заметил? Что здесь все знают, все четко делают, и все работает в штатном режиме. Ну, то есть, как бы, когда все очень... То есть, нет никаких накладок. Может быть, из-за того, что это уже несколько лет идет, и поэтому так. Но здесь даже какие-то маленькие штуки, я видел, что люди, которые делают... Я, в общем, атмосферу хочу сказать, которую я почувствовал, что люди делают свое дело и делают его четко. И любят это. И это так круто. Я вот был 4 часа здесь, но успел это почувствовать даже. Это, в общем, вообще обалденно. Это не пугающе, нет? Нет, вы что, наоборот, да побольше бы такого. Потому что когда делается фестиваль в Москве, все вот так вот, все опаздывают, не успевают, ничего, нет, там не распечатали чего-то, бейджиков нет, не встретили, не увезли. Я был в Калуге на фестивале вот про арт, и они там делали это первый раз, у них было вот так, и я там сам доезжал. Ну, то есть, как бы, а здесь все очень так четко, и я прям так удивился. А еще я удивился тому, это самая просто личная штука такая, что здесь все люди переходят с русского на татарский, с татарского на русский. Это просто нереально. Я как будто даже стал понимать за эти 4 часа татарский, вот, потому что мне говорят, и как будто, ну, это, в общем, такая, в общем, я понял, что, жалко я здесь 4 часа, а не 4 дня. Вот, Ну, я бы тогда... как через годик мы побольше. приглашаем вас опять приехать. Да, я бы очень был бы даже рад. И, чтобы совсем уже запомниться вам, чтобы вы точно меня... это он, да? Вот, мы делали про идентичность. А ты хочешь, чтобы я про грамматику рассказал? Ну хорошо, а сейчас про грамматику-то расскажу. В общем, берете учебник английского языка, грамматика, Голицынский, зеленая такая книжка. Вот. Берете оттуда русские предложения для перевода, их там 1000 штук, нарезаете их на карточки, клеите, значит, каждую реплику, а потом приглашаете зрителей и раздаете им карточки, и они читают. Вот. То есть, как бы получается спектакль, который проходят зрители, а ты только как ведущий, то есть там даже актеров нет. И, в общем, вот мы сейчас попробовали с нашими ребятами, которых мы встретили, это поделать, и это стало работать. То есть, когда люди... предложения бессвязные, но свойство мозга в том, что он слышит: кошка шла по лесу, мальчик сидел в лодке.
И все, и мозг хоп начинает составлять это, делать из этого историю. Ты просто не можешь от этого избавиться, это свойство мозга. И там типа шишка упала на пол. И всё. Ну то есть и вы это все составляете, и просто я говорю слова, а у вас мозг сам работает. В общем, и грамматика Голицынского так как бы работает, что у людей возникают все свои спектакли, у каждого, там 10 человек, у каждого свой спектакль в голове. Вот я рассказал про грамматику. А теперь, так как я занимаюсь Иосифом Бродским очень давно-давно, и так как мы делали про идентичность, и вот у него есть стихотворение, очень подходящее под это, которое как бы и подходит сверхзадачей по этому фестивалю. Оно коротенькое, это отрывок из «Остановка в пустыне». Послушаете, да? Да? Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах? Асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик. Говорят вам садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету. Вернее, в тех, кто ощущает запах. И я думаю, что вот все люди здесь именно поэтому и занимаются театром, потому что происходит сейчас происходит эстафета поколений, сейчас люди передают опыт, и этот запах театра, культуры передается через нас, и поэтому мы все здесь. Вот в этом сверхзадача и цель, и смысл. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А дальше микрофон свободный, кто хочет, тот и говорит. Алексей, вам надо уезжать. Ну что, вообще сегодня очень такой, с одной стороны, грустный день, потому что форум заканчивается, с другой стороны, у нас большая радость сегодня случилась. В завершении форума состоялась защита аттестационных работ слушателей программы профессиональной переподготовки, которая называется «Технология художественного оформления спектакля». Эта программа реализуется совместно школой студии МХАТ и театром Камала. И это был такой для нас новый абсолютно опыт, потому что сотрудники из разных региональных театров в дистанционном и в очном формате учились 2 года. И когда мы это все затевали, мы не знали, каким будет результат. И вот сегодня, мне кажется, результат случился очень хороший. И, может быть, мне даже хотелось бы попросить всех тех, кто сегодня присутствовал на защите, тоже поделиться своими эмоциями. Но ощущение, что получилось, вот, это вот самое главное. И в целом, мне кажется, что в этом году сама программа нашей секции работы художественно-постановочной части получилась разнообразной и вызвала действительно интерес. Сфера театральных технологий очень широкая. Это свет, звук, видео, художественные вопросы, очень-очень много всего. Сложно все вместить, вот, но получилось разнообразно. На будущее, мне кажется, что имело бы смысл делать какие-то совместные занятия с другими секциями, потому что я понимаю, что очень многие вопросы, которые удалось нам в рамках программы этого года охватить, они были бы и сценографам очень интересны, и руководителям. Вот, то есть редко предоставляется возможность, ну, у меня лично, да, вот так взять и неделю послушать коллег, послушать действительно уникальные по своей тематике, по информации лекции. Вот. Мне было искренне самой интересно. Вот, если можно, я попрошу из зала кого-нибудь, кто был в нашей секции, свои впечатления тоже сказать. Все стесняются?
Да, вот у нас два молодых человека в центре. Ну скажите, правда, да. Меня зовут Николай Коровин, Нижний Новгород, и я был на секции ХПЧ, хотя я директор Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова. Поэтому, во-первых, благодарю за великолепную прокачку меня по этому направлению. Я сознательно не пошел на секцию менеджеров, а пошел к вам. И на самом деле мы были вместе с моим завпостом, и для нас было очень полезно вместе слушать все эти лекции, слушать и смотреть потрясающую защиту, потому что мы сразу же параллельно что-то обсуждали, что-то уже сразу брали себе на карандаш, чем стоит заняться. Я могу сказать, что со времени, наверное, окончания школы Додомяна в 2008 году это была самая полезная для меня вот такая поездка по объему информации, сконцентрированной, данной профессионалами невероятного уровня, в прекраснейшей атмосфере. Огромное спасибо организаторам, потрясающе все было сделано. Я потрясен сегодняшней защитой. Это просто, это классно, это вкусно, это красиво, когда ты понимаешь, что эти люди сделали. Причем здорово было, что мы вначале послушали об этих всех современных технологиях и думали, ну это где-то там, космос, где-то далеко. Хотя, нет, что-то брали на карандаш, но все равно многое далеко. И вдруг мы смотрим, вот люди это реализуют. Это было потрясающе. В этом смысле, кстати, поскольку все-таки просят не только хвалить, но и дать какие-то, может быть, какую-то обратную связь, вот мы обсудили вот какой нюанс. Все-таки большинство участников, по крайней мере в нашей группе, мне кажется, они все-таки из региональных театров, и для них совсем высокие технологии, они иногда запредельны с точки зрения и денег, и организационных моментов. С одной стороны, это очень интересно послушать, чтобы знать, куда стремиться. Но было бы очень здорово, если бы все лекторы, потому что некоторые это имели в виду, но тем не менее все лекторы учитывали, что можно дать какой-то способ, какой-то, может быть, дорожную карту, с чего начать. Потому что вот когда характерным была, наверное, одна из последних лекций, посвященная видео, потому что когда ты понимаешь, как круто может быть в Москве, это очень здорово. Но ты понимаешь, что тебе не подступиться к этому, даже если ты соберешь бюджет нескольких своих лет. Но он же может сказать, ребят, ну а вот вам можно начать с этого, начните, это сделайте, это. Вот это было бы очень полезно, потому что это был бы еще один момент, который я бы с удовольствием уволок бы к себе в город и знал бы, на что надо копить деньги и что и в каком порядке делать. Но вообще еще раз огромное спасибо. Я считаю, мне очень повезло, что я наткнулся на эту рассылку. Я уже даже не помню, каким образом я узнал об этом. Но я получил рассылку, прочитал, мне было интересно. Меня очень заинтересовало, что там обещают билеты на театр Вахтангова. Я раньше, к стыду своему, правда, ничего не знал об этом. И я счастлив, что я сюда попал. Огромное спасибо. Спасибо большое за обратную связь. Вот я очень надеюсь, что сотрудничество и с театром Камала, и с форумом и в дальнейшем продолжится. Вот, и всех поздравляю участников, которые действительно в таком важном событии приняли участие. Спасибо. Я работала в секции кукольников. Мы были немножко далеко от театра Камала, хотя очень близко географически. Мы были в театре Экият, театр «Сказка», театр кукол. И все вот эти прекрасные организованные вещи, о которых говорили коллеги, нас не очень коснулись, потому что мы очень во многом зависели от театра кукол. И, конечно, с огромной благодарностью работали с 4 среди 11 участников. Было 4 актера театра «Экият», которые вынудили нас с огромным удовольствием поменять наше расписание. Мы зависели от их иногда 3 спектаклей в день, которые они играют.
и после спектакля приходили к нам, и мы посмотрели, помимо того, что мы могли посмотреть здесь, мы посмотрели еще спектакли наших коллег из театра кукол. В секции у нас были не только кукольники, но и прекрасные ребята, двое из которых здесь сидят, всего двое участников из нашей секции здесь сейчас. Это Бакытжан и Бекет, они из Казахстана. Это была такая инъекция людям из драматического театра рассказать что-то о театре кукол. Я знаю, что многие здесь присутствующих испытали детскую травму, посещая театр кукол. Это всегда нужно учитывать. То есть никакой, как это называется, вербация? Когда вербуют? Никакой вербовки, да, с моей стороны не было. Я уверена, что увлечение театром кукол — это личное дело каждого из нас. И я уверена, что у каждого из нас наступает момент в жизни, в профессиональной практике, когда мы понимаем, что ни живое тело актера, ни наши уважаемые коллеги, которые занимаются разными методологиями делания театра для живых людей, рано или поздно наступает момент, когда очень хочется обратиться и в содержательном, и в формальном уровне на сцене не к кому-то, а к чему-то. Есть такие вещи, которые о жизни могут сказать только вещи, и сегодняшняя культура со всякими разными новыми социальными практиками говорит нам о том, что иногда тело неживое на сцене говорит о том, что делает человек с другим человеком и с природой, более выразительно и как-то более конкретно, что ли. Нам было очень интересно. Я ничего не буду рассказывать, потому что это такие небольшие кукольные секреты, о которых так вот сходу, как-то интимными вещами не поделиться. Нам было очень хорошо, мы много плакали. Правда? Это очень интимная вещь, театр кукол. Я не случайно говорю о том, что в жизни каждого из вас будет еще какая-то встреча с куклой. Это все-таки вещи, которые... Ну, все мы знаем, что в жизни есть что-то такое, что кроме нас самих не только горизонтальные связи нас интересуют, не только отношения с человеком, который живет рядом или работает рядом, но еще что-то связанная с теми, кого рядом с нами нет, и что лучше выразит кукла. Мы, в общем, много как бы говорили о главном, и нам действительно было очень уютно в Икияте, и я думаю, что многие из наших наработок продолжатся так или иначе для каждого из нас. Мы очень много смотрели видео, потому что не очень много можно в России посмотреть. Я приехала с огромной коллекцией видео, и мы смотрели, разговаривали и выходили по одному на сцену, держа что-то в руках. Вот, это были объекты. Мы занимались театром предмета. Спасибо всем. Я первый раз на Урузе. Алексей. А направьте, нужно как-то срез того, что мы делали, или что предполагается? Или просто чем-то поделиться, или что нужно сказать? Вообще помолчать и просто посидеть, помолчать. Хорошо, давайте помолчим. Ну, я, может быть, какие-то специфические вещи для себя отмечу вслух. Первое, когда со мной связались, мне сказали, что тема фестиваля «Время». И я такой, действительно, время, потому что обычно, когда тебя зовут что-то там преподавать, ты, ну, как бы сам себе выстраиваешь какую-то программу, исходя из какого-то общего представления там, об общей температуре там, на российском пространстве с театрами. А тут и такое время, действительно, очень редко удается поработать с категорией времени с точки зрения тела, движения, какой-то композиции, организации. И я прям вот заморочился на время, и когда я приехал, у меня возник вопрос, а действительно был этот уклон время, или это как-то там вначале захотелось, а потом все как бы просто делали какие-то такие свои штуки. Вот это мне любопытно, например. Потом второй, действительно, очень здорово, я очень вам благодарен, что мы могли просто практиковать и не должны были готовить никакой показ там или еще что-то, потому что, мне кажется, это какая-то принципиальная, ну, то, что я вижу сейчас все больше и больше, принципиальная подмена понятий, когда в конце вы что-то показываете, и вы подчиняете время, бюджет, там, финансы, пространство, людское, людей тому, чтобы что-то произвести
ну, находиться в процессе производства — это то, что с нами, ну или со мной, по крайней мере, и так регулярно происходит. И вот какие-то анклавы, когда мы можем себе позволить быть в практике, но не в производстве, мне кажется, это какая-то огромная ценность, и это такая очень редкая ситуация на самом деле. И здесь эта ситуация создана. И мне кажется, очень здорово, что как я ощущаю, что вы осознанно, ну, как бы охраняете вот это, что это действительно для того, чтобы практиковать, а не производить. Вот это важно. Про тоже способ организации. В первый день со мной вначале списался один человек, сказал, что он курирует фестиваль. Потом появился другой человек, сказал, что он как-то курирует меня. Когда я приехал, появился человек, который куратор. Он сказал, что он куратор. На второй день появился человек, сказал, что вот есть куратор, а есть еще модератор. И вот этих людей, которые как бы тебя как-то там курируют, модерируют или что-то еще делают, их все больше и больше и больше. Но потом ты приходишь на площадку и говоришь, давайте проверим звук. Там раз звук там из одной колонки, ты говоришь, давайте из двух колонок все-таки будет звук и вообще стерео. Тебе говорят, ну а вы хотите стерео? Я говорю, да, я хочу стерео. Смотрят, говорят, ну а точно нужно стерео? И ты понимаешь, что несмотря там кураторы, модераторы, какие бы мы еще английские слова не пригласили в нашу современность, все равно есть какая-то российская действительность всегда, и все равно это какой-то твой прямой контакт с человеком, которому ты будешь говорить, нет, вот бери провод и протягивай, потому что там нужно стерео. Про что еще пошутить, чтобы не пересказывать? Это не шутка. Это Не, ну я Это не шутка. Хорошая Я шутка понял. должна быть как раз такая, да? Будет стерео, я понял. Ну вот, вот еще может быть тоже какой-то такой, потому что я думаю, примерно для любой мастерской, но для моей точно важна структура, и я так позволю себе сказать, дисциплина. Ну, то есть важно, что если мы отправляемся все вместе в какой-то путь, я понимаю, что могут быть абсолютно разные как бы отношения к этому, но мне важно, что это какой-то наш совместный процесс, что мы его вместе начали, мы в нем идем, из этого процесса каждый имеет право выйти, но если человек выходит из процесса, он не возвращается. И это было мной озвучено, и далеко не для каждого это оказалось приемлемым. Я так понимаю, для некоторых людей это оказалось достаточно травматичным. Я сожалею, но мне кажется, тоже важно. Ну, мы так много, опять же, находимся в какой-то ситуации производства, опять же, это в Москве, когда, понятно, у всех там съемки, 20 тысяч проектов и прочее, и мы все время находимся, все больше я вижу подмены ситуации, когда мы процесс подменяем на тегирование, ну, когда просто люди обозначают свое присутствие, и я тоже заложник этого, когда мы просто, ну, как бы поучаствовали в этом, как бы успели забежать сюда, как бы успели забежать сюда, 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 и тут еще что-то сделать, и вместо того, чтобы действительно позволить себе пребывание в каком-то процессе, а это означает отказ от пребывания в остальных процессах, мы начинаем себя распылять. Это наша современность, у этого есть свои плюсы, но есть плюс также и в том, чтобы действительно разрешить себе отказаться от всего остального, чтобы действительно пройти какой-то путь. И были люди, которые прошли, и были люди, которые не прошли. И это тоже, ну, как-то, мне кажется, любопытно. И я тоже благодарен, что со стороны организаторов было это понимание, и не было такого, Саш, ну вот... Ну, все-таки... Пусти. Ну, вот да, просто да, вот, да. ну, это очень хороший человек. Вот, Да, он это вот хороший. очень хороший человек, просто проспал. Ну, вот он очень хороший человек, да? Мне Нет, кажется, тебе огромное за это спасибо, Саш, потому что это очень важно было. Ну вот, Правда. вот Надо обменялись учить благодарностями. людей дисциплине просто, чтобы они понимали. Вот, и последнее, может быть, чтобы уже передать микрофон. Я третий раз, как это можно сказать, сотрудничаю, да, вот с этим местом. Первый раз это в контексте привоза спектакля, где я был просто как хореограф. Второй раз в пандемию мы через Zoom делали все эти штуки, и все вместе этому учились и какой-то там получали опыт. И вот сейчас образовательная программа, когда живая, и я понимаю, что каждый раз это для меня какой-то уникальный опыт. И я понимаю, что вот приезжая сюда, в Казань, ну, то есть я нигде больше не смогу прийти на спектакль и посмотреть его на татарском языке, послушать еще русский, английский, ну, как бы, и вообще здесь очень много вещей, которые со мной случаются. 7:20. Это намек, я понимаю, все, ускоряюсь. Это стерео. Кабель дотянули все-таки, да? Тогда я понял, давайте в моно, да, тогда. Ну, то есть я понимаю, что очень многие вещи здесь со мной происходят как с профессионалом, такие, которые нигде больше не смогут произойти, ну, для меня. И это какая-то тоже то, что для меня сильно выделяет именно этот опыт от, может быть, каких-то других схожих. И это тоже как-то очень здорово, и для меня это важно. И я надеюсь, это важно было тоже для людей, с которыми мы эти 3 дня провели. Спасибо. Добрый вечер. Я приехала из Якутска.
И занимаюсь, значит, я работаю в театре Олонхо и одновременно еще преподаю в Арктическом институте культуры и искусств дисциплины пластического цикла. И в Казани я уже 4-й раз, и это становится такой привычкой. И когда наступает лето, уже думаешь, так, еду я в этом году в Казань или не еду. В прошлом году меня с собой не взяли, и в этом году я оставила всех и приехала одна. Вот. И я, конечно, очень рада, что меня пригласили, потому что здесь всегда очень высокая организация, и всегда очень радушно встречают. И всегда тебя ведут кураторы, модераторы. Да. Ко мне сначала позвонил один человек, потом позвонил второй человек, здесь меня встретил 3-й человек. В конце концов, я не могла понять, к кому мне обратиться. Потом начала обращаться ко всем, и в конце концов я нашла того человека, с которым мы общались каждый день. Это Гульшат, она очень нам помогала. Вот. Где она? А где Гульшат? Куратор Гульшат, ее нет? Вот. И, ну, прежде чем, приехать сюда, да, я, как-то долго думала, как мне выстроить свое общение с ребятами. И, тема моя, которая стала, такой для меня самой интересной, это тексты Олонхо. Это якутское эпическое сказание, которое мы осмысливаем уже на сцене, на сценическом пространстве. Поэтому я хотела поделиться своим опытом с участниками этого форума. И, конечно, долго думала, как же мне это объяснить, рассказать, показать. И, наряду вот с тем своим опытом, который у меня уже сложился к этому моменту, я решила немножко участников приобщить через рукоделие и через вкусовые ощущения. И кроме этого, ребята, кроме этих наших тренингов, упражнений, мы свили, в этом есть тоже такой, такой смысл, да, мы свили одну единую такую нить из конского волоса, и это называется ситим по-якутски, это такая вот связь. И теперь я думаю, что мы связаны уже неразрывно, потому что у нас сложился такой плавильный котел нескольких культур, и мы находили что-то общее в наших культурах, и как-то вот это вот соединение и вот этой нити, которую мы вместе изготовили, думаю, что это уже будет как невидимая нить наша энергетическая, которую мы уже увезем отсюда. Да? И второе, вот вкусовые ощущения. Очень хотелось рассказать ребятам про Якутию. И, они, так сказать, я их подсадила, так скажем, на взбитые сливки, которые в конце уже они сами уже изготовляли. Есть такой очень простой, совершенно простой якутский инструмент, называется ытык, и при помощи которого можно приготовить вот этот вот якутский завтрак. Вот, поэтому я думаю, что ребята получили что-то интересное для своей работы и как-то будут этим, и будет им полезно. Вот, спасибо большое всем за встречу. Надежда? Геннадий? Да. Здравствуйте еще раз.
Меня зовут Надя Скоморохова, я театральный художник. Я не являюсь главным художником в каком-либо российском театре. Это мой осознанный выбор. И у нас были студенты, ребята, все главные художники разных театров Казахстана, из Кирова, из Башкирии. И как бы, что я могу им дать нового, да, так как они все работают в театрах, и я работаю тоже в театрах. Мы можем просто поделиться своим опытом, и я старалась поговорить о том, что в нашей профессии есть такого, что не лежит на поверхности, то есть что-то еще. Да, как у Вырыпаева, в каждом из нас есть что-то еще. И вот в нашей профессии тоже есть что-то еще, какие-то еще моменты, какие-то секреты, какие-то внутренние мотивации, о которых мы говорили, да, которые провоцируют нас на то, чтобы работать в любых обстоятельствах, внешних и внутренних. И зачем мы вообще все это делаем, зачем мы занимаемся театром, зачем мы строим костюмы, делаем декорации на сцене. Вот. И что для меня важно, что произошел, наверное, что-то случилось, да, произошел какой-то процесс, и как вот Саша говорил, что здорово, что нас не заставляют и не просят показывать какой-то результат, что это некий интимный процесс, который происходит внутри группы, потому что у нас был какой-то опыт практики, да, мы разбирали пьесу, мы обсуждали варианты решения этой пьесы. Выбор пьесы был такой, что я старалась как бы вывести немножко своих участников из некой зоны комфорта, привычной, да, того привычного литературного материала, с которым они сталкиваются в театрах, привычного способа нахождения каких-то художественных решений, бытовых или не бытовых, но все равно из чего-то привычного. И попытка посмотреть на театр, на сценографию немножко с другого угла, на возможности ее. Мне кажется, у нас все получилось. У нас сегодня случился какой-то диалог в конце. Мы обсуждали варианты разных решений, и все получилось. Так что я очень благодарна своим участникам за то, что у нас получился такой диалог, да, и вообще для художника как бы что-то говорить в течение там, недели, 4-5 дней — это большой тоже выход из зоны комфорта, потому что художники обычно вообще не разговаривают. И то, что как бы мы делаем на сцене, это как бы мы этим разговариваем, а не голосом. Вот, поэтому разговаривать мне также было непросто, но я надеюсь, что мы друг друга услышали, и было здорово, спасибо. Я уже второй раз педагог на Наурузе. И, кстати, в отличие от прошлого раза, по-моему, 4 года назад, в прошлый раз, да, мы были, и у нас практически не было художников, а были директора театров, худруки, и тоже был интересный опыт, но не очень понятно было, как строить диалог. А здесь у нас был разговор с коллегами, и это сразу, ну, с одной стороны, упростило всю ситуацию, что мы разговаривали на своем языке, понятным нам всем. Ну и мы могли, да, поговорить о каких-то таких интимных вещах, задачах, просто порассуждать. Это было здорово. Спасибо. Спасибо театру. Театр я прекрасно знаю, вот, и он мною любим. Спасибо всем. Почти всю нашу записанную, шучу, почти не оставила мне что сказать. Вот. Конечно, мы вместе вели эти лекции, и во многом у нас это все схоже. Да? Хотел сказать, что тема времени, вот интересная, когда мы только узнали, что будет тема «Время», казалось, что с одной стороны это очень большая тема, такая общая, вот. Но с другой стороны специфика нашей профессии, работы с пространством, как раз предполагает, когда время пересекается с пространством, получается театр, получается настоящая жизнь. И вот такой именно диалог со временем, диалог с
автором, диалог с пьесой, которая могла быть вообще в третьем времени. Да? Мы работаем сегодня, автор жил там 100 лет назад, пьеса происходит 300 лет назад, например. И вот какая-то такая игра, это очень интересный повод для раздумий, очень интересный повод для нас, как для художников. И в плане того, что, как Надежда говорит, что в этот раз у нас на лекции были главные художники театров вот, Башкортостана, Казахстана, Хакасии, Кирова. Да. Это уже такой разговор с коллегами, который повышает такой еще градус ответственности. Вот. И надеюсь, что этот диалог был полезен для наших коллег, но он был и полезен очень сильно для нас. Вот. Поэтому хочется поблагодарить организаторов, театр наш любимый и родной за доверие к нам. Вот. Мы действительно, да, второй раз уже общаемся в рамках Науруза, и все с большим и большим удовольствием. Надеюсь, что эта хорошая тенденция продолжится. Мы будем готовить какие-то еще проекты, мысли и умозаключения, чтобы делиться с вами в следующий раз. И спасибо всем, кто был, спасибо всем, кто организовывал. Всем большой-большой рахмат. Да, спасибо. Спасибо вот всем педагогам, все высказались. Вообще очень интересная идея. Я вдруг так сидел и слушал, и думаю, вот было бы здорово. Вот как, например, драматические актеры пришли в секцию кукольного театра, а вот надо попробовать, чтобы, например, кто на хореографии, их отправить на ХПЧ, а актеров там к сценографам, а сценографов, значит, к кукольникам. То есть, чтобы перемешать все, чтобы действительно, да, а то сейчас как-то все идут, мы идем туда, мы идем, понятно, куда мы идем. А такая вдруг какая-то вдруг неожиданно так раз и оказывается, актеры слушают, как вообще работают и живут директора. Можно было просто сказать. Да, вы убегаете. Рейс. Да. Спасибо. Конечно же, всем участникам и педагогам большое спасибо. И большое спасибо целой команде Наурус. Да, действительно, это уже не первый, уже 7-й Наурус. И он был онлайн-формате в 2020 году. Мы решили в этом году его сделать гибридным, онлайн и офлайн. И здесь с нами на связи, вы видите на экране онлайн участники тоже, которые слушали. Я хотел бы их тоже, маленькое их сообщение тоже выслушать. Что, как вам? Валерия из Екатеринбурга. Подключитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу сказать, что я второй раз на форуме. Первый раз это было в пандемийный год. Тоже абсолютно не помню, каким образом ко мне попала рассылка, приглашение на форум. На тот момент я являлась артисткой театра, но закончила театральный институт как театровед-менеджер. И вот эта менеджерская сфера, да, секция менеджер пиарования, она мне всегда была очень интересна. Я хотела развиваться дальше в этом направлении. Зарегистрировалась тогда и в формате онлайн прошла обучение на форуме. Было много инсайтов после этого раза. Такое было ощущение, что вырастают крылья за спиной. Хотелось творить, применять эти знания. Но тогда не было возможности напрямую. На данный момент я уже 4 месяца нахожусь в должности главного администратора русского оркестра в городе Екатеринбурге. Это немножечко не театральная сфера, но тем не менее это административная должность. И в этот раз, когда пришло приглашение опять на форум, я, конечно же, с удовольствием в первый же день подала заявку. В общем, я в восторге от организаторов. Большое вам спасибо. Тоже, опять же, много инсайтов. Я с нетерпением ждала Егора Мухина, потому что после прошлого раза мне очень понравилось. Он так интересно все рассказывает, он так зажигает
желание, опять же, творить и чего-то делать, действовать. Единственное, что были небольшие просьбы к службе поддержки по части формирования расписания вот, по поводу обратной связи. Но, на удивление, ребята очень живо, быстро реагировали. То есть вот я просила, например, в частности, мне было удобнее, чтобы было по секциям расписание сделано. Буквально на следующий день ребята сделали. Но это, наверное, не только моя просьба была. Ну, все так сумбурно. В общем, что хочу сказать. Большое спасибо организаторам, вы большие молодцы. Вам дальнейшего процветания. И надеюсь, что в следующий раз я приеду в Казань онлайн, офлайн, потому что я в Казани ни разу не была и очень хотелось бы там побывать. Спасибо, спасибо, Валерия. Айрат Хабибуллин, подключитесь, пожалуйста. Добрый вечер всем участникам. Слышно меня? Да. Я хочу, конечно, поблагодарить организаторов за такой увлекательный и поучительный образовательный форум, так как я первый раз участвую в таком форуме, хотя уже работаю 30 лет в театре. Приезжал я на фестиваль, участвовал в качестве актера с спектаклями. Я работаю в Оренбургском татарском драмтеатре Михаила Фейси. Несмотря на то, что у меня образование режиссера традиционных представлений праздников, я уже 30 лет на сын как работаю актером. И вот первый раз я попал на режиссерский курс, это просто попробовал послушать лекцию. Я не смог приехать, к сожалению, я находился, обучался онлайн. И для себя я получил очень много нового, увлекательного, такого огромное количество позитивных новых идей. И, можно сказать, даже приобрел некий какой-то опыт. Хочу поблагодарить Айдара Талгатовича Забарова. Он, сказать отдельное ему спасибо, человек, как педагог, очень грамотно умеет доводить мысль до слушателей. Очень четко, точно, и все было понятно. И отдельно хочу сказать техникам, которые обеспечивали нас звуком и картинками. Это было все четко, все было слышно, доступно. И, ну, что хочу сказать, в дальнейшем, конечно, что процветал форум Наурус, и тоже хочу приехать и поучаствовать в офлайн, пока еще есть такая возможность. Спасибо всем организаторам. Спасибо большое. Да. Сейчас еще одно только послушаем из Елена Новожилова. Пожалуйста, подключитесь. Говорите. Вас слышно. Да, вас слышно, говорите. Всем добрый вечер. Меня немножко волнует. Для меня это первый форум. Я работаю в Тольяттинском театре кукол художником-постановщиком. Работаю всего лишь год. Поэтому для меня этот форум, я не знаю, большая находка, большой впечатление моря. Как правильно сказала Надежда Сергеевна Сковоруха, для нас очень трудно, для художников, говорить и как-то словами выражать свои эмоции. Я хочу сказать большое спасибо, что была такая возможность участвовать в форуме онлайн. Большое спасибо Надежде Сергеевне и Геннадию Сергеевичу Скоморохову. Просто потрясающие мастер-классы, много информации, которая обязательно пригодится, воспользуюсь. Интересные задания. Мне очень понравился мастер-класс, который был дополнительно к программе. Это по
сказать, по имитации золотого шитья. Это вот обязательно будет применено в нашем театре. Для нас это прям вот для меня это прям находка. И хотелось бы побольше таких мастер-классов. Хотелось бы, чтобы была возможность участвовать в них онлайн. И еще такая вот, я не знаю, маленькая просьба, чтобы была возможность в режиме онлайн посмотреть спектакли. Очень хотелось посмотреть, но вот, к сожалению, такой возможности не представилось. Спасибо, спасибо, Елена. Спасибо, Спасибо за большое. ваши Огромное предложения. Мы воспользуемся. Сейчас, я думаю, передадим слово залу. Кто хочет что? Да, посижу рядом с председателем Союза театральных деятелей Татарстана. Я из Кирова, также Союз театральных деятелей, Кировское отделение, заместитель председателя, Кривошеева Елена. Да, ну хотела я начать с Хайрле-Киш вечер. Правильно ли я сказала? Ну нет, я сначала спрашиваю, правильно? Так? Хайрле-Киш вечер. Слушайте, весь день учила, чтобы правильно сказать, и как только не коверкала, и, наконец, произнесла. Но я, как и многие, открыла для себя этот фестиваль в 2020 году. И прошла менеджер-класс онлайн. В этом году я еле втиснулась живьем в режиссерский курс Забарова, и чему очень рада. За 2 раза я как-то смогла 10 человек, специалистов наших областных театров, сагитировать на учебу, и все они получили сертификаты. И более того, у нас есть такая традиция в отделении, когда мы после учебы собираем профессиональные секции и делимся опытом и новыми знаниями. Так что у нас еще все впереди. Вот Фарид Равкатович сказал, что давайте больше критики, чем там положительного, да? Вот. А я хочу сказать как раз о том, что мне очень понравилось, потому что я считаю, что именно в этом сила и какая-то перспектива фестиваля. Но вот первое, это то, что здесь было уже обозначено, что найденный формат онлайн стал неотъемлемой частью этого фестиваля. И он раздвинул границы до, не знаю, до беспредела какого-то. То есть здесь, мы помечтаем, доступна любая точка мира, что для учащихся, также и для педагогов. Второе, что бы мне хотелось отметить, что мне понравилось, что наряду с маститыми мастерами сцены, зубрами, в составе педагогов молодые, слегка зеленые, может быть, но те люди творческие, которые уже достигли каких-то положительных, интересных результатов. Я, в частности, например, училась у Забарова. Это было очень интересно. И вот в этом есть какой-то такой крутой замес корневых знаний, корневого такого, знаний, опыта с молодыми, ищущими еще какой-то свой почерк и с какими-то еще мечтами, не сбывшимися. Вот. И в этом смысле мне очень нравились наши занятия, когда молодой педагог, режиссер вместе с нами искал
ну, какую-то содержательную сторону, скажем, рассказа, или помогал, и сам думал, как выстроить структуру там, будущей пьесы. Скажем, мы разбирались, что такое символ, а что такое образ, и в чем разница. Мне понравилось, что у фестиваля была такая общая тема о времени. Ну, вот я, например, когда прочитала «Чехов. Чайка. Парадокса времени», прям так мне показалось так круто и интересно, потому что мы же понимаем, что искусство — это пространство вневременных смыслов. Ты берешь Чехова, преломляешь его, там, кто через колено, а кто через призму времени, и на выходе почему-то снова Чехов. Вот не парадокс ли в этом? Классно, что какие-то занятия были на площадке университета. Это очень тонизировало, но мы же понимаем, что студенческая молодежь — это такая самая продвинутая молодежь, и ты как бы наравне с ними чувствовал себя, что у тебя все впереди еще, и все сбудется. И, наконец, ну, мне очень было, казалось очень здорово, когда есть свободное время, не только для выполнения заданий, там, общения, а что можно выстроить свою индивидуальную бродилку. Вот в частности, в мою бродилку попала замечательная книжная лавка Национальной библиотеки, там бубновый балет, Фешин, симфонический оркестр молодой и много-много чего другого, в том числе и татарская кухня, и грузинские истории, и Сайгон, и ЦУМы-ГУМы, где я нашла какие-то просто эксклюзивные игры настольные, которых просто ни в одном городе нет. Ну и так далее, и тому подобное. И все это начинался мой день и заканчивался в гостевом доме «Парадис». Вот. И такой для заключительной точки мне хотелось бы вручить 2 коробочки лидерам этого фестиваля. Ну вот такая большая коробка. Это авторская дымковская игрушка. Вот я уже говорила, что мы с Забаровым на занятии разбирались, в чем разница символ и образ. И мне кажется, что, вот как ни странно, вот эта символическая игрушка, про которую сейчас я скажу, что там в коробке, открыть-то ее легко, а закрыть сложно. Вот. Как бы являясь символом, она еще и дает образ очень богатый. Это коробочка для художественного лидера фестиваля, для художественного лидера театра Камала и лидера Союза театральных деятелей Татарстана. Значит, в этой коробочке всадник. Всадник. Такой гусар на красивом коне. Да, ну попробуйте, попробуйте. Конь в таких желтых, оранжевых яблоках. И вот кто ценит дымковскую, знатоки, они считают, что этот цвет, самый такой эксклюзивный и редкостный. Вот. И этот всадник, да, тут много-много бумажек, чтобы ничего не случилось. И вот этот всадник, а вы присядьте, можно здесь, да. Гусар, да, гусар. Он такой кучерявый, черноглазый, веселый, смелый, да, стройный, копия. Мы специально искали, чтобы был похож. И вот как на ваших афишах есть автор, так и здесь есть имя автора на этой игрушке. Да.
Ну, а когда я стала говорить про символ и образ, то представляете, это всадник, который все время стремится вперед к горизонту, а за горизонтом снова горизонт, и это бесконечно. То есть это творческие поиски, да, мечта. Да. А это к вашему юбилею прошедшему. И еще есть коробочка для дирекции. Значит, ну, здесь будете открывать. Там очень красивая уточка, которая вся в утятах. Мне кажется, это очень символизирует вашу дирекцию. Фестиваля дирекции. Спасибо. Это тоже авторское, и здесь есть вот тоже имя. Да. Да. Спасибо. Ну вот все это точечка. Есть у кого-то какие-то вопросы, предложения? Это вы сказали. Хайырлы кеш, добрый вечер всем. Никаких предложений нет, я хотел просто спасибо сказать. Так были трудности небольшие, чтобы приехать сюда. У нас приехала большая делегация с Казахстана, это 15 человек. Это главный режиссер Жанат Тельтаев и 14 актеров, актрис вместе взятых. И Алия большое спасибо. Алия это вы, да? Спасибо большое. Я Алия в день по 100 раз звонил, по 200 раз писал, надоедал ей среди ночи, утром. У нас 9, а у вас 7. Спасибо большое, что все выдержали. И итог всего этого, что мы здесь и сейчас присутствуем, да, на этом форуме. Спасибо вам большое за то, что вы договорились, что нас приняли. Да. И, конечно же, хочу передать привет от руководства. Это Республика Казахстан, Западный Казахстан, город Атырау, театр имени Махамбета, Казахский академический, областной. От художественного руководителя, это Мухангали Томанова, лично вам и всему руководству, всем организаторам, и от директора Берика Джаменова. И, конечно же, еще раз хочу попросить всех нас, 15 человек, встать. Еще раз посмотрите, это Казахстан, город Атырау. Это город Атырау. Я думаю, что на следующий год нас будет не 15, а как минимум 30 участников. Спасибо большое. Мы вас любим. Алия, вам большое спасибо. Спасибо большое. Да, я еще хочу, я шучу. Хайырлы кеш. Көрші Республика Башкортостаннан, Уфадан Ялканны Койнар Салям. Привет из Уфы. Башкортостан есть тут. Спасибо всем зур рахмет. Алмаз, мындам Алмаз. Біздің кураторға рахмет зур етіп. Һәм енді шет Казахстан Республикасынан, Хакасиядан һәм башка келген режиссерларга, актерларга рахмет білдірәсім келе. Вакыт тауып келгенсіз, ижади уңышлар сезгә барыгызга да. Зур рахмет. Добрый вечер. Наверное, я единственный, представитель Чебоксар, Чувашия, Чувашский драматический академический театр. Вот я был на курсе, режиссерский курс, чему я очень рад. И очень рад, что я приехал, я первый раз. И я буду приглашать своих. Жалко, что у нас мало. Мало то, что я один. Вот. Вот в следующий раз постараюсь уговорить всех. Скажу, я думал, что тюзовцы будут хотя бы. Даже их нету почему-то. Вот. Придется, моя миссия теперь приглашать на следующий раз вот своих из Чувашии. Спасибо большое организаторам, спасибо, огромное спасибо режиссерскому курсу. Вообще очень здорово, я очень счастлив. Спасибо.
Спасибо. Добрый Супруг. вечер, здравствуйте, я представитель из Таджикистана. Я один приехал. В прошлых фестивалях мы приезжали с коллективом, но, к сожалению, в этом году не получилось. Я приехал один, и то вот благодаря Ильфиру Ильшатовичу, Алие, который вот так прям тоже не 200 раз, а 300 раз вот звонил, списал Алие, чтобы это все как бы организовалось. Я хочу тоже выразить свою благодарность дирекции фестиваля, форума, организаторам, педагогам, всем участникам за такой незабываемая неделя. Было очень круто, было очень весело, было очень полезно. Самое главное, это было очень полезно, то, что мы проходили. Я тоже от имени нашего театра, от имени всего нашего коллектива из Таджикистана хочу выразить свою благодарность всем вам. Спасибо большое. Можно по-таджикски? По-таджикски من شخصا از نام تمام اهل هنر تئاتر خوجا کامل خوجندی با تشکیل کنندگان همین فستیوال ابراز منتداری می‌نمایم که برای یک چنین تشکیلی برای یک دوستداری وفاداری و اون مهر و محبتی که نسبت ما کردید هزارها رحمت. Bütün kişi söyledi, bütün kişi Tacikçe söyledi, Kazakça da. Bir min Tataristan'dan. Мамадыш, бик зур рәхмәт оештыручыларга, директорга, режиссерларга. Я вот в течение режиссерском курсе мы были у Зяббарова. Я вот театральное училище закончил, институт потом, ну 9 и 3 месяца, по-моему, получается. Вот я в течение недели, по-моему, ГИТИС закончил. Большое спасибо Зяббарову, Айдару Талгатович. Большое спасибо и вам всем. Добрый вечер, меня зовут Диляра, я была на секции пластики тела. И хочу огромную благодарность выразить именно фестивалю за то, что он выполнял, мне кажется, все свои функции, задачи и цели, все были выполнены. Изначально, возможно, форум и фестиваль создавались для объединения вообще всех людей, связанных с театром. И я думаю, что это действительно выполнено. У нас были прекрасные занятия, очень большое количество знаний, какой-то багаж, который мы будем переосмысливать, осмысливать еще и еще, были даны нам всего лишь за 6 дней. И мы, наверное, одна секция, у которых было 2 педагога, да, и супер. Вау. Хорошо, у нас была секция, в которых было 2 педагога. 3 дня мы занимались с одним, 3 дня с другим педагогом. И классно, что вот лично для меня, никуда не уезжая, вот к нам приехали столько людей, к нам приехали такие педагоги, и мы получили знания. Спасибо большое театру Камала, всей дирекции еще раз за то, что вы даете эту возможность. И, наконец-то, вы добавили оплату участникам. Все это время до этого все это было бесплатно. И я считаю, что это действительно зря, потому что люди должны понимать цену и ценность знаний, которые нам даются. Вот. Большое спасибо участникам, которые были с нами. Я думаю, действительно важные 6 дней для нас это были. Вот. Спасибо. Есть еще? Есть еще. Дунай. Хайырлы кеш, добрый вечер. Мне вот такой интересный момент. Из театра Станиславского, Карагандинского русского театра, не только я один, да, директор, вот были мои девчонки. Я их не видел 2 недели. Они в Казани, я тоже в Казани, но настолько вот график такой был интересный и такой, мы даже вот находясь в одном городе, я счастлив, что вы живы, здоровы, красивы. И был вопрос, да, вот, анкету мы заполняли, там, что нужно, как дальше развиваться. Но мне кажется, настолько это хорошо организовано, хорошо продано, этот фестиваль.
и развиваться дальше. Никаких, мне кажется, преград нет. Все интересно, все отлично. Ну, то есть настолько это вот, ну не знаю, я одно слово написал в комментариях, но этот фестиваль точно космос, ребята. Так что давайте летать дальше. Спасибо всем. Спасибо, Рахмат. Рахмат. Да, вот опросник мы отправили вам всем. Вы заполните, да, хоть космос, хоть что, хоть Земля, Луна. Пропишите, потому что для нас это тоже очень важно. Тоже мы обрабатываем эти данные на будущий фестиваль. Да, Дина, готова. Люди, посмотрите на меня. Все, пожалуйста, посмотрите на меня. Я на образовательном форуме Наурус 6-й раз. Вот меня на фестиваль приглашают в качестве критика, а здесь я ученица. И в 6-й раз я сюда приехала. Правда, я записываюсь в разные секции. Ну, это мой маленький секрет. Но хочу вам сказать, это потрясающе интересно. И я вам рекомендую не останавливаться на одной поездке в Казань. Приезжайте сюда каждый раз. И каждый раз вы узнаете для себя что-то новое. Ну, и хочу сказать, театр Камала, вы лучшие. Спасибо вам огромное. Ага, да. Шалхаирна праздна Айзенер, это Республика Хакасия. Театр Тапанова, мы представляем Хакасию вдвоем. Это, значит, хотелось бы отметить, что мы были театральная критика и руководитель литературной драматической части. Сегодня наших педагогов нет, они улетели. И хочу выразить огромную благодарность и моим именно педагогам, мастерам, с которыми я сегодня встретилась. И у нас сценография, главный художник театра тоже со мной приехала, нас двое. Мы получали колоссальный заряд, а педагогов я хочу отметить Олег Семенович Лаевский, который непосредственно с нами работает, мы с ним знакомы давно. Он приезжает к нам всегда в Хакасию, мы встречаемся на фестивалях и как бы обсуждаем много. Впервые я встретилась воочию с Еленой Юрьевной Карась, Аленой Юрьевной, которая дала мощный промоушен нашим знаниям, и багаж огромный. И, конечно, нам удалось побывать на лекциях Нияза Рауфовича Игламова, которого мы тоже обожаем, мы с ним встречаемся на фестивале Чирчаян. То есть он подробно разбирает наши спектакли, и хорошо нам достается, потому что мы действительно должны учиться и понимать, к чему мы идем и для чего вообще этот театр. Это получается одна капля, вторая капля, единое целое. Огромное всем спасибо, и особенно хочу сказать девочкам, которые работают в Шашлык-клубе. Они очень внимательные, очень тонкие, чувствительные, всегда нас встречают с улыбкой, покажут, расскажут. Это такой прием, и я очень рада, что есть такой уникальный клуб, интерактивный мультимедийный центр, который дал мне, нашему театру опыт, потому что мы только что начинаем создавать свою, скажем, историю и сохранять. А тут мы воочию увидели и знаем, что такое опыт, и теперь будем точно так же перенимать. Огромное спасибо, Алия, вам. Низкий поклон, потому что действительно, наверное, все со мной согласятся, что это первый человек, который нам отправляла все информации, все документации, мы ей не давали спать, это все знают. Поэтому здоровья вам, терпения вам, творчества вам, улыбки ваши через документы, которые вы нам отпосылали, приветствия. Огромное спасибо, низкий поклон вам, организаторам, за такой, скажем, форум, в котором было насыщено во всех направлениях. Посмотрели великолепные спектакли. Мы посмотрели спектакли в Тюзе, успели сходить. Посмотрели спектакль русский академический. Да, и туда сходили. То есть хотелось бы еще больше спектаклей, да. «Ревизор» премьера была там в театре. И, конечно, форум, именно форум для нас, для специалистов театра, очень важен. По одной простой причине, что мы действительно в своих театрах, мы дальше всех живем в Сибири, Хакасия, да, сутки, полторы добирались сюда.
И это очень ценно, что наши коллеги могут поделиться своей информацией, своим опытом. И коллеги театров, мы больше их знаем и обычно по сайту, по социальным сетям, а теперь мы можем воочию поздороваться, поговорить о своих нюансах и проблемах. Огромное спасибо, процветания, здоровья всем и, конечно, хороших времен. Спасибо, спасибо. Привет, Хакасии. Микрофон передайте, наверное, пожалуйста, девушки. Да. Hayırlı kеш, исәнмесез, Чаллы татар дәүләт драма театры, Ояз Гыйләчев исемендәге. Я вообще не могу остаться в стороне и не сказать о нашей секции «Актерское мастерство», которую вели также два педагога. Это Яцко Игорь Владимирович и Огарев Александр Анатольевич. Мы вообще погрузились в такую интересную, я не знаю, соприкоснулись с самим Чеховым. И я под таким впечатлением, Фарид Рифкатович, у меня есть к вам предложение, просьба огромная. Вы, как председатель СТД Республики Татарстан, имеете возможность давать гранты на постановки спектаклям. Хотя бы по нашей республике. Я думаю, каждый театр хочет иметь в своем репертуаре Чехова. Объявите конкурс. Пожалуйста. На Чехова конкурс? Да, на Чехова. В смысле? А он один Чехов? Какой конкурс? Нет, на лучший проект от театров и лучший проект, поддержать грантом. Проект? Нет, я имею в виду... Ты давай точнее говори, как. На спектакль грант. На лучший. Нет, вы просто делаете заявку. Вот у нас Чехов, вот ставит Яцко там, да. Не обязательно, но если Яцко, это вообще будет, конечно. Ну почему? Мне кажется, сейчас самое время. Да? Да, самое время, потому что особо никуда не уедешь. Все, сейчас мы как бы так... Это будет просто... Мы... Я даже боюсь. Да, Хорошо, мы что я всех так встала и сейчас... намекнула. Пожалуйста, к нам в Челны тогда. Так что скажите вашему художественному руководителю, пусть Хорошо. он обращается к Яцко. Я И в думаю, СТД. Игорь, а мы поддержим, да. Благодарю вас. Спасибо большое. Добрый вечер, меня зовут Ольга Бакулина, я из Нижнего Новгорода. Ребята-хитрецы отправили меня говорить по-русски благодарность. Я с удовольствием. Здравствуйте, мы на вашем фестивале впервые. И так получилось лично у меня, когда подавалась заявка, я не знала, что этот фестиваль имеет отношение именно к тюркским народам и объединению. Я думала, что это театральный форум просто в Казани. И, значит, мы попадаем с моей коллегой Екатериной в группу, где спрашивает, кстати, наш директор, вы из Нижнего Новгорода вдвоем, а я понимаю, что мы вообще вдвоем. И ребята все говорят на другом языке, тут же переключаясь на русский, это было, правда, супер. И вдруг, благодаря нашему потрясающему наставнику, Марии Маркеловна, благодаря вам, ребята, мы все объединяемся благодаря актерскому тренажу, специальным играм, возможности общению и передачи опыта, различного национального опыта, колорита, не только благодаря пластике, но и благодаря различного рода действиям, которые мы производили в этом прекрасном зале. Каждый день мы выходили на него с таким жестом, благодарили его, намаливали это пространство, хотя оно намолено и до нас, и будет, наверное, конечно же, еще больше после. Спасибо вам большое за те знания, которыми вы с нами поделились. Спасибо большое вам за возможность познакомиться с этим театром. Атмосфера потрясающая. Как в коридорах, так на сцене. Это вообще космос, как вы уже сказали. Ворую слова у всех. И теперь закрываешь глаза вечером и помнишь все эти песни. Ребята у нас потрясающе поют. И, в общем, все это мы увезем с собой. Благодарим вас за это, за потрясающую атмосферу, знания и организацию. Спасибо большое. Все? Мария Маркеловна, мы вас благодарим. Хорошо, всем спасибо большое. Время позднее.
время позднее. Вас еще ждет фуршет в фойе театра. Это уже у нас как-то традиция, фестиваль. Я просто хочу сказать, что на следующий год фестиваль. Да, то есть фестиваль, где приедут спектакли из разных тюркских городов, стран. Вот, потому что все равно как-то сохраняем мы, потому что изначально этот был фестиваль тюркоязычных народов, не тюркских театров, а тюркоязычных народов, куда входят и чуваши, и Якутия. Да, как ни странно, чуваши тоже тюркоязычный народ. Это наши, мы все братья. Вот, поэтому следующий год фестиваль. Добро пожаловать на фестиваль. Как просто, можно же просто приехать. Я еду в Казань на фестиваль. Тем более Казань туристический город. Очень активно здесь туризм, поэтому можно под видом туриста попасть на фестиваль. Это необыкновенный фестиваль, правда, потому что это такое соцветие языков, цветов, запахов, традиций, ритуалов. Правда, этот фестиваль уникальный в своем роде, потому что больше такого фестиваля нету ни в России, ни в мире. Потому что вот к нам приезжали на фестивали, на форум из Европы, принципиально, специально приезжали, чтобы увидеть это все, и уезжали потрясенными, потому что на самом деле Россию все-таки знают Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Вот такой какой-то путь. Нижний Новгород, да. Нет, правда, Золотое кольцо. А вот то, что мы обладаем таким богатством народов, языков, культур, вот это мало кто знает. Особенно не знает Европа, потому что все-таки, по понятным причинам. Вот, поэтому добро пожаловать на фестиваль Навруз. Это что-то необыкновенное. И если еще приедет Якутский театр, если мы еще сможем Степаниду вытащить, вы просто увидите такое, где вы нигде больше это не увидите. Степаниды, которые... Вот это космос. А это космос. Она останавливает дождь. Реально. Реально останавливает дождь. Все так затихли. Но пока я только об этом знаю. Так что вот добро пожаловать. Всем огромное спасибо, потому что действительно на сегодняшний день собрать такое количество людей, желающих заниматься театром сегодня, это дорого стоит. Это правда дорого стоит, потому что чем дальше мы движемся, тем кажется, что мы скоро вообще перестанем этим заниматься. Но оказывается, вот это не так. Не так, всем интересно, всем хочется что-то еще познать, узнать, общаться. Самое главное, наверное, общение. То, что вот я видел на группе якутская, это, конечно, потрясающе было. Это самое ценное, что еще раз поверили в то, что в театре все-таки самое главное – это ансамбль. Да? Поэтому вот передаю трубку Ильферу Ильшатовичу. Всем большое спасибо. Проходим в фойе. Там фуршет. В эту сторону в фойе, пожалуйста, всех прошу.